Что, ребята, сегодня у нас вот такая погодка. Сегодня мы отдыхаем. Вот. В общем-то, решил прокатиться до Ленских столбов. Погода сегодня вот такая вот шикарная. Вот. Сейчас буду отъезжать от своего гибрида с сервиса. Ну и где-то протяженность у нас 400 километров. Прокатимся, покажу наши красоты якутские, так сказать. Ради этого поехал только. Поснимаю и покажу. Все, всем пока, оставайтесь с нами. Называется Табагинская горка у нас. Очень красивое тоже место. Одна из самых больших гор, перевалов возле города Якутска. Камера не передает подъем, но он очень большой. И здесь вот есть серпантины. Дорогу постоянно латает, но тут не очень дорога. Давно уже, видать, не делали ничего. Так, ямочный ремонт делают, а в основном, ну, в принципе, терпимо. Вообще, очень люблю Хангаласский улус, он очень красивый. Не знаю, кто бы что ни говорил. Ну, конечно, я тут родился, поэтому, наверное, он мне ближе по душе. А так, в принципе, много, наверное, в Якутске. В Якутии вообще много разных мест красивых очень. Вот, допустим, я когда в Алдан ездил, там, в Нерингри, во Владивосток, вот эти вот все перевалы смотрел, блин, вообще лютая красота. Даже природа даже получше, чем на этой стороне. Тут две стороны Лены получается. Ну, река разделяет две стороны. Вот, сторона Нерингри-Алдана — это одна сторона, а сторона Якутска — это уже другая сторона реки получается. Речка разделяет почти там 1000 километров, если не больше, эти две территории получается. Ну, два берега разделяет почти протяженность 1000 с копейкой там, по-моему, где-то. Начинается, в общем, где-то возле Байкала, заканчивается морем Лаптевых, Тикси. Такая природа, вообще везде почти что вот такая якутская природа. Почему у нас вот елки, допустим, ели, они очень невысокие. Сама природа по себе такая, что растительность очень невысокая вся. Не как в других регионах, там высокие там тополя, там вот такое вот все. Даже в Приморье приезжаешь, там уже кустики какие-то уже все такие шикардосные, там шикарные все, а здесь вот у нас вот такая вот все вот такое. Обычные березы, ели, тольники, сосны есть, конечно, еще. А на той стороне, где Нерингри-Алдан, там у нас кедровники есть, орешники всякие, поэтому природа вот такая, в общем-то. Эта сторона не такая уж опасная по медведям. А вот та сторона очень опасная, там они почти что на дороге гуляют. Такая у нас вот природа красивая. Вот это место мне очень нравится, она как коридор какой-то. Прокатываешься. Кайфуешь, короче, по-своему. Сейчас будем подъезжать к границе Хангаласского улуса.
специальное место такое. Надо подойти к дереву шамана, дать немножко, либо копеечку, ну что-то положить надо, потому что если этого не сделать, дорога будет не очень хорошая. Можно и колесо проколоть или еще что-то. Ну, в общем, ничего хорошего, надо задобрить шамана, так сказать. Есть такие у нас места, очень много их. На той стороне они тоже есть. Вся Якутия в таких деревьях. Кто-то тряпочку вешает, кто-то вот, ну, как-то так, в общем. Но это делать надо обязательно. Я всегда делаю. Ну, и либо, если времени нету совсем, летишь там, хотя бы посигналить надо в этом месте. Вот такие у нас традиции якутские. Вот видите, да, люди уже подъезжают тоже. Все останавливаются. Надо дать копеечку. Ой, место красивое. Пойдем положим. Элементарно даже, копеек сколько не жалко. Так вот просто пойдем сейчас положим и все. Место. Вот тут где-нибудь сейчас положим. Вот так вот, бойная. Вот тоже люди пошли. Сейчас кинуть по копеечке. Там оладушка можно дать. Вот все. Положили копеечку. Можно дальше ехать со спокойной душой. Что хочу сказать, что надо выбираться вот так вот иногда на выходные, просто с дома уезжать и все. Пофиг на этот бензин там, сколько он стоит, вот это вот все. Зато вот такая красота, просто едешь, кайфуешь. Никакой бензин, никакие деньги там, они не передадут этого. Что деньги? Ну деньги они есть в кармане, и что, допустим, там можешь пойти куда-то что-то купить себе, и все. А тут вон какая красота. Поэтому сейчас еду за почти что 400 километров туда и обратно. Просто даже вот отдыхаешь душой просто и все. Кайфуешь. Как летом на рыбалку съездить, вот то же самое. В принципе, на рыбалку-то ездим тоже не ради того, чтобы там рыбу поймать. Тратим кучу денег, там покупаешь там блесна. Что там еще? Лодки дорогостоящие, там по 100 с копейкой тысяч, там бензин берешь там. Вот. Короче, рыбалка обходится нынче очень дорого, но дело-то не в рыбе. Ну что там, 5 хвостов поймаешь, и все, мы же не браконьеры какие-то там, да? Вот, кстати, вот тоже вот по вот этим моментам все места полностью позакрывали, все дорого стало. Никуда не сунешься, билеты какие-то дорогущие, там типа лицензию надо брать на то, на то. А нафига она нужна, как бы, ну, 5 хвостов ловишь и все. И тебя за эти 5 хвостов могут крепануть.
А кто-то там тоннами вылавливает, да, ничего им не делается. Это как бы оплатил и до свидания, давай, вылавливай сколько хочешь. Тоже как-то неправильно. Я бы вот для простых людей бы какие-то бы льготы сделали, что ли. Чтобы вот обычный рыбак там 5 хвостов поймал, ну, отдыхает на природе, ну отдыхай. Никаких оплат не надо, по идее. Просто проверили там, что у тебя все в порядке и все. А у нас вот крепят. Туда нельзя, сюда нельзя. Какие-то заповедные зоны все платные. Допустим, в Аботуме там вот у нас горная речка, нельзя типа сплавляться там бесплатно. Надо куда-то платить. Да с хрена ли вообще? Что это туристический вот этот вот хотя бы просто для сплава бы разрешение дали бы бесплатно. Ну, вот у нас вот все сейчас бизнес кругом. Все бизнес. Все хотят денег. Ладно, что, вот такие вот дела. Ну, то какая красота. Едешь просто, кайфуешь. Все фотоешь. Вот подъезжаю к городу Покровск. Это у нас районный центр, можно сказать. Районный центр Хангаласского улуса. Вот. Тут получается, он сейчас основной, администрация вся здесь. Что у нас еще? По сути, вообще история вот этой дороги, это Ямщицкая дорога раньше была, вплоть до Алекминска. Тут одни ямщики везде были. Вот. Покровск, потом дальше идет там Булгунихтат, по-моему, ну где-то там дальше станция была Ямщицкая, там Синский, по-моему, или чуть дальше. В общем, везде вот эти вот были почтовые станции, так сказать, в свое время, в революцию там. В те времена. Вот отсюда дорога эта и осталась. Дорога это основная, можно сказать, трасса, связывающая юг Якутии с вот этим, с Якутском, с самим, получается. Вот. Сам Якутск, он на развязке стоит вообще всей Якутии. То есть в 4 стороны или во сколько-то там сторон идут дороги. На юг, на север, там, на восток, везде, короче. Это у нас центр, развязка. Вот. А так вот, по истории там много чего интересного можно почитать, конечно. Места исторические. Сам Покровск, городишко небольшой вообще. Он почти преодолел 100 километров. Впереди еще 100 километров до Оленских столбов. Вот. Сейчас тут заправимся. Полбака, чтобы был бак полный полностью. Хочу, чтобы всегда был полный бак на всякий случай. Вот. А так, в принципе, доехал до поселка Максоголов уже. Здесь вот хорошая заправка есть, Туймадовская. Я на ней всегда заправляюсь. Все, заправился до полного бака. Дальше полетели в Булгунихтат. Вот тут фотку сейчас сделаю, наверное. Тут клевая фотка получится на Максоголовской заправке. Такое место. Максоголох. Начинаются самые красивые места. Вот скалы пошли. Сейчас я тут, наверное, где-нибудь сфотаюсь, остановлюсь. К Булгунихтату. Булгунихтат такое есть у нас. Вот это уже речка у нас Лена, замерзшая. Вот она видна. Почти как Байкал. Кто на Байкале был, тот знает, что он замерзает.
все, а там уже дальше Зимник начнется. Зимник — это дорога, которая идет по реке Лена. Это наш местный автобан, можно сказать. Там, когда чистят дорогу, там идеально, просто чистый асфальт, можно сказать. Как в Японии. Ну, трещинки бывают, конечно, но тем не менее дорога очень ровная. Это наш дорожник местный, можно сказать. Этот Мороз дорожник. Дед Мороз делает такие дороги качественные, красивые. Вот. Ни одна дорожная служба не может сделать такие дороги, как наш Дед Мороз. В Зимнике обычно бывает, дорожники тоже делают, когда есть трещины, их просто водой заливают, все, то есть укрепляют лед, толщину льда тоже наращивают. Сейчас у нас такое время, что у нас лютая зима прошла, сейчас лед и так очень толстый, скоро в апреле месяце уже все начнет таять. А так, смотрите, какая красота, просто офигеть, да? Ели уже пошли, сосны. Такой вот поворот здесь есть очень опасный на въезде в Булгу-Нихтат. Топить здесь нельзя. Вот все, Булгу-Нихтат. Камера стоит уже на въезде. 40 километров, пожалуйста, можно ехать. Летом тут лодочная станция. Можно спокойно взять, переправиться на любые острова. Довезут, таксисты возят. Можно брать с собой спиннинг, куда-нибудь ехать, вон домики всякие вот устроятся, новое строительство идет. Вон трактор через речку перебирается. К-700 дорогу походу прочищает. Я люблю вот такие маленькие деревеньки проезжать. Красиво здесь, спокойно, никакого шума, гамма нету. Кто-то говорит, убитые деревни, но мне нравится. Спокойно зато здесь. Может быть, даже есть смысл построить в таком месте дом и жить. Вон как люди живут. Кайфуют здесь. Летом рыбалка. Зимой тоже можно рыбалку, либо на охоту. Какого-то сельское хозяйство. Прикольно на самом деле. Улаханан. Тоже красивое место здесь. Деревенька. Стоит. Якутская часовня стоит, ямщицкая. Вон скалы, вообще красота. Сейчас мы уже на речку спускаемся. Все уже. И этот автозимник ведет аж до Алекминска почти что. Красота. Вон скалы какие, ё-моё, вообще классно. Ну все, сейчас топнем. Вот что-то ладушки ложит, больная. Красота. Ну как красиво. Сейчас скалы начнутся скоро. Все, вот
начинаются самые-самые красивые места. Все, ребята, снимаю красоту. Смотрите, какая Якутия красивая. Нигде таких мест нет. Вот автозимник. Алекминск. Эта дорога вся ведет на Алекминск. Вот такие вот красоты. Сейчас даже тут сфотаюсь. Вот она, достопримечательность местная. Ну, Доленских столбов тут уже осталось не так уж и много. Сейчас едем чисто по речке, по Лене. Острова проезжать будем сейчас всякие разные. Там пещерки будут, где скалы, в общем, там можно будет пофотографироваться тоже. Места тут зачетные вообще. Вот наша красивая Якутия. Синские скалы. Красота. Вообще красота, по-моему. Чуть-чуть дорога плохая была, всякие трещины, ямки, а вот сейчас вот автобан начался вообще. О, красота какая, дорога четкая. Ну так, между нами опять встречается там трещины, горки, ничего. А вот подъехали мы к пещере, сейчас пойдем туда фотографироваться, классно, надо тоже сходить. Вот такая достопримечательность. Красота. Тут все останавливаются, чтобы в пещеру сходить. Тоже пойду погуляю. Красиво. Ну, гора какая обалденная. Туда не полезу, там пещера какая-то. Вон сколько машин едет. Ленские столбы посмотреть. Ну что, пойдем погуляем.
Вон автобусы, делегации привезли всякие. Ну, какая красота. Пойдем посмотрим, что там есть. Вот он, парк Ленские столбы. Это у нас, между прочим, объект ЮНЕСКО охраняется. Организация такая есть. Я, короче, поеду по автотропе кататься. По скалам мне не интересно ходить. Я хочу на машине прокатиться. Купил билетик, 1000 рублей стоит. Сейчас поеду вон туда, вон. Там, говорит, можно тоже к скалам прикоснуться, там пофотографироваться. Вот она, будка. Кафешки есть у них тут, можно покушать даже. Как она идет, это автотропа, что-то не пойму. Вот такие вот скалы у нас тут красивые. Под скалами езжу, под какими? О, какая красота. Величие какое. Ё-моё. Даже денег не жалко за такую красоту посмотреть. Не передать даже, наверное. Снежок пошел. Все. Повидал я Ленские столбы.
поеду до дому. Красота. Beats Production.
Spirit.